Любая нагрузка на мышцы для маленькой Ясмины – невероятно тяжелый труд. Чтобы хоть как-то помочь дочери, мама Диана каждый день занимается с малышкой. Но многочасовые упражнения и лечебная физкультура не дают практически никакого результата. Нам вообще никакие лечения нельзя, ЛФК и массаж. ЛФК мы делаем каждое утро. Бывает в течение дня по возможности. Также я ее стараюсь катать на велосипеде, на детском велосипеде, чтобы ноги разработать. Ясмина родилась обычным ребенком. О том, что у нее страшное генетическое заболевание, не подозревали ни родители, ни врачи. Только когда девочке исполнился годик, стали замечать, что она все еще не умела ни ползать, ни ходить. В декабре 2019 года, примерно в начале декабря, нам прислали анализы. Но, как по анализам мы поняли, вроде все нормально. Но на приеме генетика нам сказали, у нас спинально-мышечная атрофия. Диагноз прозвучал как приговор. Позже подтвердился и первый тип болезни, самый тяжелый. Сейчас родителям необходимо собрать более 55 миллионов рублей. На эти средства они купят курс препаратов на первый год. Затем необходима пожизненная поддерживающая терапия. Есть такие дети, которые просто боролись с этой болезнью, перебороли эту болезнь и встали на ноги. 55 миллионов. Для родителей эта сумма неподъемная, поэтому они надеются на помощь отзывчивых людей. А пока каждый день маленькой Ясмины вынуждена терпеть болезненные тренировки и надеяться, что скоро она будет играть в веселые игры со сверстниками. Светлана Занарева, Наталья Смирнова, Айрат Насруллов, ТНВ, Буинск. Yoz yaxshi xabarlar olib kela. Yangi asr kanalında dünya ko'rgan Жылы izleyjonlar filmin qabat qararga tilaysizmi? Ko'p sonli tomoshachilar so'rovi bo'yicha filmning barliq seriyalarin hozir tnv.ru saytida qararga bo'ladi. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.